Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого выпуска. В Якутске и еще 3 районах республики увеличат коечный фонд для больных COVID-19. Работы по реконструкции аэропорта в городе Нерюнгри выполнены более чем на 73%. Когда пассажиры смогут оценить изменения? Сегодня День государственности Якутии. Глава республики наградил выдающихся якутян государственными наградами. Количество коек для больных COVID-19 увеличат в Якутске. Коечный фонд в столице республики увеличит на 60 мест. Также он увеличен в Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах. Вся ситуация находится под контролем оперативного штаба. Отмечено, что усиливается и работа колл-центров. Начался процесс ревакцинации от коронавируса на данный момент. Ревакцинировано 10 431 человек. Ольга Балабкина подчеркнула, что в республике достаточное количество вакцины. В целом, за последние сутки в республике 191 человек заболел коронавирусом, из них 116 в Якутске. В Мирнинском районе 9 случаев заражения, в Чурапчинском 8, в Татинском 6 случаев. В Алданском, Верхнеколымском, Нерюнгринском и Усть-Алданском районах по 4 заболевших. Еще в 21 районе от 1 до 3 заражений. Лаборатории республики за сутки исследовали почти 2900 проб на COVID-19. Прежде всего, по настоянию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в ряде муниципальных образований оперативными штабами были объявлены карантины как по коронавирусу, так и по гриппу. На настоящий момент, с сегодняшнего дня, карантин и перевод на дистанционное образование был определен для школьников города Якутска. В связи с чем я обращаюсь сегодня к родителям все-таки обеспечить необходимую вакцинирование и членов семьи, и, соответственно, заботиться о том, чтобы дети как можно, при необходимости, первых признаков ОРВИ, непосредственно обращались в учреждения здравоохранения. Нагрузка на учреждения здравоохранения выросла, в том числе и по сравнению с прошлой неделей. На настоящий момент усиляются колл-центры и, соответственно, разрешается ситуация по госпитализации. К другим темам. В этом году началась масштабная реконструкция аэропорта в Нерюнгри. Подробнее об этом смотрите в сюжете далее. В ноябре 2019 года компания «Стройдорсервис» города Алдана заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкция аэропорта Нерюнгри. Сроки реализации проекта установлены на 2019-2022 годы. Объем финансирования составляет 7 миллиардов 385 миллионов рублей. На данный период уже выполнено более 73% работ, то есть работы ведутся с опережением графика. Поэтому уже к 25 октября взлетно-посадочная полоса будет готова к сертификации. Для реализации данного проекта наша компания приобрела бетонно-укладочный комплекс, текстуровщик, 2 бетонных завода. И это позволило выполнить за достаточно короткий период данный объем работ. За время работ сложился такой костяк коллектива, который способен решать и в дальнейшем такие же сложные задачи. Сейчас уже успешно завершено обустройство искусственной взлетно-посадочной полосы, уложено более 90 тысяч тонн бетонной смеси. Обустройство дренажной системы, построена патрульная дорога, по всему периметру установлено ограждение, возведены мачты освещения, заканчивается монтаж светосигнального оборудования. Поэтому 1 ноября первые пассажиры уже смогут оценить изменения. Мы начинаем эксплуатацию взлетно-посадочной полосы. Первый самолет, который произведет посадку, это установлена наша историческая авиакомпания «Якутия», рейс Москва, Внуково, аэропорт Нерюнгри. Ждем пассажиров, первых пассажиров в нашем аэропорту. На перевозку пассажиров заявились все те компании, которые летали ранее. Это авиакомпании «Якутия», «Сибирь» и «Ир Аэро». А подрядчик по восстановлению аэропорта уже приступил к строительству аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта и здания аэровокзала. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри.
В День государственности Якутии в Большом зале Дома правительства номер 1 состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Ежегодно их удостаиваются за выдающиеся заслуги жителей Якутии. Это представители разных профессий и отраслей экономики, промышленности, социальной и культурной сферы, образования, здравоохранения и спорта. Глава республики выступил перед собравшимися и поблагодарил каждого за верность профессии и за истинный профессионализм во имя процветания региона. В этом году высшие госнаграды получили 39 якутян. Среди них Александр Жураковский, удостоившийся грамоты главы республики за оказание помощи и содействия в период борьбы с лесными пожарами особой сложности. Все помнят, как пожары накрывали город Якутск, какой дым, как трудно было дышать. И мы смотрели на эту ситуацию и думали, что же мы можем сделать. И с друзьями мы, Борисом Константином, Натальей Петровой, Афанасием Алексеевым, Владиславом Коротовым, Любовью Даниловной Киприяновой, Дмитрием Куприяновым и другими, и Аилом Джолурга и другими, мы решили создать штаб, и действительно люди потянулись к нам, и вместе мы смогли победить пожары. Я получил грамоту главы республики, и такие же награды получат и получили все сопредседатели нашего штаба. Я думаю, что этим летом мы вместе, представители народа и власти, действительно все вместе сплотились и вместе работали по борьбе с пожарами. Я думаю, хоть и тяжело очень было, но мы выжили, и я думаю, у нас перспектива впереди очень хорошая. Продолжается работа по озеленению города. Мероприятие проводится по инициативе Синец Парк. Это благотворительный фонд развития региона. Так, участок по улице Петра Алексеева площадью около 1200 квадратных метров будет засажен березами, соснами, елями, боярышником, яблоней и кустарными растениями. Подробнее о проекте нам расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Она на прямой связи со студией. Саргалана, приветствую. Расскажи, как продвигается ход проекта. Приветствую, Валерия. Проект, по словам представителей Синец Парк, рассчитан на 3-4 года. Все это время высаженные здесь растения будут под наблюдением специалистов. Помогает в высадке Арктический государственный агротехнологический институт и салон цветов «Зеленый рай». Всего будет высажено порядка 350 растений. И, как говорят, как утверждают специалисты, осень – самое благоприятное время для высадки именно данного вида растений. Подробнее же о нюансах реализации проекта нам расскажет руководитель антипылевой программы Нургуяна Ефремова. Нургуяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, что это такое антипылевая программа. Я так понимаю, она направлена на уменьшение количества пыли на улицах города. Да. Антипылевая программа инициирована проектной организацией Синец Парк при финансовой поддержке Арсена Томского. Антипылевая программа – это комплекс мероприятий по снижению запыленности в городе Якутске. У нас пока два активных проекта. Это первое – мониторинг качества воздуха в городе. Наверняка вы слышали, у нас были закуплены 10 датчиков IQ Air, и все лето мы мониторировали качество воздуха. А второе – это озеленение. Мы выбрали тестовый участок по улице Петра Алексеева возле станции скорой медицинской помощи. И были заключены два договора с двумя подрядчиками. Первый – это ГАТО, второй – ИП Жирков, компания «Зеленый рай». Общая площадь у нас где-то примерно 1200 квадратных метров. И наша итоговая цель это не просто озеленение, а будет еще, доказанная технология методики озеленения для дальнейшей передачи городу Якутску, для дальнейшего масштабирования. Ну, как я понимаю, пока озеленять вы будете только данный участок на Петра Алексеева, а остальные улицы в планах вообще задуманы? Ну, да, пока у нас один тестовый участок по Петра Алексеева, потому что мы будем тут проводить тест, а потом уже посмотрим, уже по проекту, ага.
Ну вот вы ранее, когда мы с вами беседовали, рассказали о том, что хотели бы опереться на опыт других городов, да, вот в антипылевой программе, но из-за некоторых, скажем так, отличий нашего города от других не можете. Ну, какие именно вот здесь вот чувствуются различия? У нас были такие вопросы, мы даже общались с представителями из других городов, но все-таки решили обратиться к нашим местным организациям, так как они практики и уже имеют опыт работы на вечной мерзлоте. И так как они в курсе, какие саженцы можно сажать, уже не боясь того, что они приживутся, не приживутся. И у нас проект вообще рассчитан на 3-4 года, и только через 4 года мы посмотрим на результаты. Но сегодня заключительный день посадки деревьев. У первого подрядчика работа завершатся завтра, а у АГАТУ на этой неделе. Спасибо. Также хотелось бы добавить, что при высадке деревьев не было использовано никаких химических добавок. Как нам рассказали представители «Зеленого рая», используется только биогумус. Это такая биологически экологичная добавка, которую изготавливают здесь, в Якутске. Саженцы тоже местные. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы данную инициативу подхватили не только благотворительные организации, но и, может быть, наши волонтеры или муниципалитет. Ну а к этому часу у меня все. Валерия. Спасибо большое, Саргалана, за исчерпывающую информацию. Ну а я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Саргалана Неустроева. В Горном районе на базе Бердигистякской школы имени Семена Данилова в рамках сетевого взаимодействия между учреждениями состоялось торжественное открытие IT-школы «Аймакс» Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Школа станет приоритетной площадкой обучения детей Горного района в сфере IT. Почетными гостями были министр образования и науки Республики Михаил Сивцев, заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфракоммуникационных технологий Георгий Андреев, глава Горного района Никита Андреев и директор Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина Гавриил Семенов. Вот тут у нас будут учиться 20 учащихся из 10 и 11 классов. Они получат профессию и могут работать в офисах, таких компаниях, да, где требуется системный администратор. Программа у нас будет 200 часов. Это у нас 130 часов теории. Теорию будем учить мы сами в школе. А практику 70 часов. Ребята поедут во время каникул и там в колледже будут учиться. А в микрорайоне Алроса города Ленска состоялось значимое событие. В эти выходные там была открыта новая детская спортивная площадка. Строительство спортивного объекта стало возможным благодаря финансированию районной администрации, которая выделила городской казне 4,5 миллиона рублей, и компания «Газпромтрансгаз Томск», которая добавила еще 1 миллион рублей. На торжественном открытии присутствовали представители районной и городской администрации, подрядчики и, конечно же, жители микрорайона. Местная детвора призналась, что это первая спортивная площадка в их микрорайоне. Теперь дети могут не только поиграть в баскетбол, но и позаниматься на уличных тренажерах. Я желаю всем жителям микрорайона беречь площадку, пользоваться ею в свое удовольствие. Да, в основном она детская будет, дети будут заняты у нас, заниматься спортом. Это очень замечательно. Еще раз поздравляю вас всех с праздником. Детский сад «Василек» в селе Нюя Ленского района – образец для сельских дошкольных учреждений. Высококвалифицированный педагогический состав, интересные образовательные программы и оснащение в соответствии со всеми стандартами и современная обстановка. Здесь работают воспитатели с многолетним опытом. Воспитанники детского сада – это победители конкурсов и соревнований различных уровней. В саду сегодня 39 воспитанников – это 3 группы. Рождаемость в селе, к сожалению, упала, поэтому новобранцы сейчас всего лишь 6 человек. Также детский сад готовится к ремонту за счет муниципальных средств Ленского района. Из казны района выделено почти 500 тысяч рублей. Это смена пола,
замена кафеля, побелка, покраска. У нас оснащение очень хорошее, согласно программе ФГОСу, стараемся поддерживать все. Работаем по программе «От рождения до школы». И парциальная программа – это у нас юный эколог и приобщение детей к русской культуре. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.